Моя жена слишком много делает исраф, то есть делает расточительство. Расскажите нам о расточительстве. Значит, кто-то из братьев передал, чтобы другие послушали. Пусть будет доволен им Всевышний Аллах. Нельзя делать исраф. У меня есть друг, который живет в Аравии и торгует дынями. Работал он 10 лет, но так и ничего существенного не заработал. Потом он развелся со своей женой и женился на другой женщине. И они за 2 года купили себе дом. Как-то я сказал ему: «Как ты разбогател? Как ты купил этот дом? Ты торгуешь дынями всю свою жизнь?» Он ответил: «Я заметил, что моя первая жена была неблагодатной, а моя вторая жена оказалась очень благодатной. Моя вторая жена готовит еду дома, а первая всегда приносила готовую еду с базара. Когда мы заканчивали кушать, она выбрасывала остатки еды вместе с посудой, которая была одноразовой. А вторая жена, если еда остается, не выбрасывает, оставляет ее на следующий обед. И готовит она в меру. А когда моя первая жена готовила, то еда оставалась в посуде 3 дня. Нынешняя жена научила моих детей от первого брака и своих детей произносить дуа, которые читаются до и после еды. Посредством ее благодати и тем, что она не делала исраф, я за 2 года купил дом, которого не мог купить в течение 10 лет. Поэтому, уважаемые сестры, достаточность удела мужчины в ваших руках. Он бедный, зарабатывает. Все встанет на свои места, если женщина будет экономить и не будет тратить за 1 день заработанное мужем добро. Нужно все привести в порядок. Мы должны готовить в меру. Нельзя оставлять еду, чтобы она испортилась. И будет лучше, если будете печь хлеб дома. Словом, если женщина будет далека от расточительства, будет благодать в том, что мужчина зарабатывает. Даже если мужчина будет зарабатывать очень много, но женщина будет все растрачивать, то тогда в их доме не будет благодати.